Доброе утро, Ирдик Хелшин. С вами снова Лейла. И мы собираемся сегодня с Аишкой в гости. Да, Аишка? Лёховые гости. А я кусаю ленточка. Позвали нас сегодня в гости сноха моей сестры, всех родственников. Короче, меня, моих дочек, сноху моего, ну, брата, жену, племянницу. Короче, мы все там сегодня собираемся на чаепитие. Вот сейчас оденем Аишку и поедем, да, Аишка? Аишка тут... Так, букет мой, видите, после моего дня рождения уже завял, но убирать мне его пока жалко. Поставили вот так вот. Вот, сейчас поедем. Так, у нас тут, конечно, небольшой бардачок. Вот, хочу показать то, что вчера посадила, поставила вот так вот на... Видите, как я говорила, подписала. И теперь я буду знать в каждом что. Сейчас не успеваю, нужно немножко открывать и чуть-чуть проветривать, чтобы этот конденсат уходил. Вот так вот. Ишка сейчас поедет к тете, да, Ишка? Дохлый. Такси حييني. Пойдем. Пойдем, такси حييني. Тхо дохта. Мама, я свой дохта. Все, ходит так, мама, она не хочет, она дома одна. А раз, два, три, алло. Давай, раз, два, три, раз, два, три. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот так. Вот так. Зайчик ходи ваш сами. Возьмем зайку серенького, беленький. Он у нас беленький, по-моему, да, не серенький. Ишка, а я мамин за поцелуйчика, я. Вот так. Привет, Аллац. Аль, привет. Аль, мамик, привет. Вот так, привет. Вот так, вот так, вот так. А что, Аль, мамик, что? تعال تعال عيشك تعال حي مامي تعال مش دولة تعال 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 Так, все, Аишка собралась. Пойдем? Пойдем. А ну-ка, хайерзел, зайчик, хайерзел. Хайерзел, мамы, зайчик. О! Аишка, мы чё это, на? Мы чё это, Аишка? Пока. Пока. خضار Да. حبيبي في زكاة يلي كرولك هحقول بت. Ух ты. Зайчик юги. Машинца юги. Ни одна кукла не могла Нину ставила оставить. В итоге зайка. Зайка, да? У Аишки кукла, еще когда ей годик был, я ее подарила. Называла ее Аминой. Сколько бы после этого кукол ей не покупали, она с ней не расставалась. А вот как только купили этого зайку, все, зайка любимая игрушка. Так, друзья, мы теперь пока еще в Назране. Хотим купить тортик. Зашли в такую кондитерскую. Моя дочка зашла с племянником. Племянник за нами приехал, чтобы нас забрать к себе. Нам нужно ехать во Владикавказ, пока мы в Назране. Вот так вот. Вдалеке, видите, видные горы, больше приблизить не могу. У меня подписчики, которые очень любят горы. Но чуть поближе я поснимаю еще. Так, это просто пока они ждут, пока мы ждем, они придут. Мы с Аишкой тут сидим. Да, Аишка? Так, столовая гора это, да? Давай комментируй, что за горы, я буду снимать. Это индийские горы. Ближе не подносится, но красоту, конечно, не передать. Никак не передается. Чуть ноги не сломала, снимая горы. Специально остановились, чтобы их снять. Так, стол, который для нас накрыли, сниму, потом только сяду.
Накрывайте, накрывайте. Дэн, да, стол еще не весь накрыт. Марьям, я حباشني بخصته. Мама же Алла молилась Да, съемка горы мне, конечно, обошлась сегодня дорого. Эйшка. Эйшка, бах шибай. Эйшка, сходи, ен коробкается. Галя, Тебя же снимать нельзя? нельзя мне, я в розыске. Все, я тебя беру на работу к себе. Просто туда-обратно, именно в эти дни. Вот, примочка, очень Поляну надо накрывать. Будешь у меня оператором, Иса. 소고요 어디 있을 때 전화돼요 그. Что Хамда уж что нахуй. Да, один конец говорит. Я думаю, у него вот оба эти в одном заказе. Что? Мансурик, видишь, Вахачич? Мансур, Мансур, передай привет моим подписчикам. Привет. Привет. А. Салам алейкум. Гарик ижу. Да, да, حدا سلام حدا. Ассаламу алейкум. حال. Вот, وعليكم السلام. Ерем ханю и доктора память. Мама, мы тут. Так, и вот, друзья, приехали мы с гостей уже, вернее, не мы, а я, потому что Аишка с Мадиной сразу ушли, поехали к себе домой. Не стали сюда заезжать, их встретил папа, и они уехали. И сразу первым делом я пришла к своим цыпляткам, хочу вам их показать. Смотрите, какие они уже, правда, пугливые, очень, хоть и в комнате у нас находятся. Ну, видите, как они у нас выросли. Так, одного я, как вам сказала, потеряли мы, потому что постарался наш Каспер. И помните, я говорила, что есть такие два цыпленка с проблемами, с проблемой ног. Вот один у нас сдох, этот цыпленок, а один вот хромой бегает. Не знаю, жалко мне его, конечно, но ничего, он на одной ножке так прыгает. Посмотрите, какие пугливые, хоть каждый день здесь была, но вот что боятся. Так, они у меня в этой большой комнате. И утром, когда я уходила, у меня было проклюнутых цыплят. Так, лампочку надо будет, наверное, немножко наверх поднять, потому что им жарко. Но я не всегда отключаю им лампочку, просто я отключала им лампочку, когда уходила, боялась, что им будет слишком жарко. И сейчас включила. Ну, когда они по коробке бегают, им, конечно, не бывает так жарко, просто они сейчас скучиваются. Но уже, видите, тесно моим цыпляткам. Тиму зеленую голышейка в этой коробочке, конечно, тесно уже. Да и в комнате уже их держать не вариант. Надо будет выносить. Просто у нас брудер тот занят этими 4 моими. Надо будет что-то делать, чтобы их пересаживать в какое-то другое место. И этот брудер обработать и пустить их туда. И у меня еще сегодня уходила, были проклюнутые. Ну, правда, выводы не очень такие, прямо, чтобы хвастаться, но делать нечего. Короче, из того, что у меня осталось, оказалось 3 задохли, как гусиных, 2 вывелось. Было 5 яиц, которые были оплодотворенные. Вот не знаю, задохлики у меня получаются с этим инкубатором. И вот они, 3 утеночка-то сыны уже ставили штанишки свои. Меня же дома не было. И вот они, видите, он даже еще не хорошо обсох, гусенок. Вывелись. Эти уже сухие. Вот 3 утеночка маленьких. Вот мои лапочки. И 2 гусенка вывелись сегодня. Еще 2 утенка, 2 утиных яйца,
Ну, проклюнутых, не знаю, выведутся или нет. Но, видимо, я все-таки подзабыла с этой инкубацией. Все, что... Не то, что подзабыла. Я признаю, что делала не все как нужно. Во-первых, очень мало их опрыскивала водой, а гусиные, утиные нужно опрыскивать. Ну, вот что есть. Конечно, было бы лучше, если бы и те вывелись. Получается, вот 3 гусиных и 3 утиных, оплодотворенных уже с зародышами задохлики. Значит, где-то в инкубации, конечно, минус. Ну все, там еще осталось последние, которые я положила. Не знаю точно сколько утиных, гусиных и куриных. Но мало там, по 4, по 5 штук. Ну вот я набрала еще, собрала инкубационное яйцо. Хочу куриное заложить. И у меня есть еще один инкубатор, который Танзила мне сломала. Повезла к себе в прошлом году и сломала его, привезла. Но хочу посмотреть, может быть, как-то что-то придумать. Ну, тоже там будет вывод, конечно, уже намного хуже, потому что и и влажность не будет как нужно, потому что она там потеряла кое-что в этом инкубаторе. Влажность как-то надо будет вручную, и обороты нужно будет вручную. Это очень хороший инкубатор был, Блиц 158, по-моему, был, точно не помню, но Блиц такой хороший. А этот пенопластовый у меня, он не очень-то важный. И поэтому отрегулировать его влажность в этом инкубаторе очень сложно. Вот так вот, мои друзья. И пока мы ехали домой, мне заказали пельмени, 5 пакетов пельменей на продажу. Ну, заказ такой давно не было заказов у меня. Ну, кое-какие были, но я от них отказывалась. А тут вот, не знаю, хочу сделать все-таки, посмотрим. Вот так вот, друзья. Мой сегодняшний день насыщенный. И выходя из машины, когда хотела снимать горы, я все-таки хорошенечко растянула ногу, болит очень, хромаю, не знаю, что с этой ногой будет. Ну, скорее всего, перелома нет, но растяжка растянула сильно. Вот так вот. Сейчас лампочка не очень-то дает. Видно, вот мои колесики, мои золотые. Уже все, уже надо, действительно надо, чтобы сетка внизу была, чтобы все туда уходило, они уже большие. Ой, эти мамин колесеньки. Те мамины колесеньки. Эти мамины колесеньки, они маленькие, такие симпатичные бывают. Ой, так. Ну все, побежали дальше. Это вот, видите, надо конденсат снять тоже снова, протереть сейчас с этих, ну, с рассады. Не знаю, что с них будет. Так, мои дорогие, начала подготавливать себе все. Мясо у меня было еще с утра разморожено. Лучок мне сын занес, муку просила, водичку поставила. Хотела уже включить и замешивать тесто, а потом вспомнила, что мне сегодня же дали подарочки. И я покажу, хочу похвастаться вам своим подарком, который мне дала сноха моей сестры, молодая невеста. И сестра мне вот такой вот фартук подарила, чтобы я делала съемки в красивом розовом фартуке. Друзья, это небольшая такая традиция, обычай, не знаю, как назвать у нас. Мы сегодня были, как бы сказать, после свадьбы первый раз. Хотя свадьба была еще давным-давно, в сентябре аж. Но ни у меня, ни у моих дочек поехать туда как-то не получалось. Да и сноха моя там, ну, брата, жена тоже не была у них после свадьбы. Потому что сестра ко мне приезжает сюда часто, потому что мама со мной. И как-то вот туда ездить и не получалось. И из-за того, что мы вот в первый раз, после того, как она вышла замуж, получается, ну, сноха моей сестры, она нам сделала подарочки. Ну, мы тоже с пустыми руками, конечно, туда не ездили сегодня. И вот она подарила, ну, моим девочкам так более-менее, что-то не такое дорогое. Но я не знаю, я даже не стала смотреть, что им подарили. Но я знаю, что не так, потому что я видела свой подарок. И снохе она что-то дарила, тоже не знаю, потому что мы разъехались сразу, не стали спрашивать, что и как. Но своим подарком я вам поделюсь и покажу, что мне подарила, короче, молодая сноха.
Вот такая вот коробка. Так. Может быть, снять со штатива, показать будет лучше видно. Вот такая вот коробка. Вот видите, вот такие вот духи. Я еще не распаковывала запах, не знаю какой, но надо посмотреть. И это такое платье на молодежь, очень красивое. Сейчас. Вот видите, это красота. Это рукав такой красивый. Это на голову. Ну, красивый намазник, очень легкий. И самое главное, как будто бы она угадала с подарком, потому что у меня мой намазник теплый, именно зимний. Летний намазник у меня уже состарился, я его убрала и пока еще не покупала. А вот как раз летний, легкий, и очень красивый намазник. Большое ей спасибо, Хадишка, спасибо тебе. Я знаю, что Хади смотрит, но не знаю, все ли мои ролики смотрит, но знаю, что смотрит. Вот такая вот красота, вот такие вот духи. Так, многие скажут, что нам душиться нельзя, но я иногда грешу. Все-таки душусь и духами. Ну вот, как-то так, друзья. Так, и вот, мои дорогие, будем замешивать тесто для пельменей. Так, это тесто у меня универсальное. Кто со мной давно, это знает. Просто хочу все-таки еще раз показать, как я... Ну, просто начну, как я делаю. Весь процесс не буду показывать, потому что ролик будет длинный. Так. Значит, у меня 2 килограмма муки. Конечно, вам столько не надо будет. Перчатки не одеваю, кольцо снимаю. Я помыла их мылом. Не могу, не умею я работать в перчатках. Я лучше помою их чисто, чем работать в перчатках. Так, значит, 2 килограмма муки, литр воды, холодной воды, друзья. Сейчас налью масло. Вот так вот. Ну, 1/3, наверное, стакана масла. И столовая ложка соли. Вот это все вот сюда сразу. И больше ничего не надо. Так, сначала налью воду. Столовая ложка, без горки. Такая, ну, нормальная ложка. И это масло. Все немножко перемешать, чтобы соль, масло, все перемешалось. И все замешивается тесто вот из этой муки. Все забирается. Оно получается крутое тесто, друзья. Так, я надеюсь, видно. Сейчас перенаправлять как его, телефон у меня не получится, потому что никого дома нет. Ибрагим еще с работы не пришел, а старший ушел к родственникам. Из этого теста, друзья, я делаю пельмени, вареники, манты, чебуреки. Все, оно действительно универсальное тесто. Вот так вот тщательно нужно его вымесить. Конечно, ой, первые минуты надо было что-то подложить. Первые минуты немножко сложновато его привести вместе в такой вот шар. Оно очень крутое. Но опять-таки скажу, не крутое тесто же, конечно, не подходит. Так, и вот, мои хорошие, минут 5 я уже вымешиваю это тесто. Видите, все, что тут было, сюда вымесилось. Тесто уже однородное. И теперь все, оно полежит, отдохнет. Конечно, силы приходится вкладывать, вернее. Но тут, и знаете еще что? Тут у меня чуть-чуть больше, чем 2 килограмма муки, потому что я буду лепить пельмени. На пельмени оно должно быть круче. Так, на 50 грамм муки больше я положила. 2 килограмма 50 грамм. Для мант, конечно, не нужно такого прям сильно крутого. Пельмешки все-таки я люблю, чтобы они были так, тесто было немножко покруче. И дело в том, что оно сейчас полежит, оно размякнет. Мука же разная.
Есть даже такая мука, в которой действительно все даже расползается. Чем больше лежит, тем больше ползет. Там клейковинность другая просто. Но это хорошая, у меня мука хорошая. Я знаю, что она размякнет, но не настолько, чтобы было неудобно работать с тестом. Вот так вот, мои хорошие. Так, ну все, наверное, все уже. Я уже минут 7-8 даже его вымешиваю. Все, больше прикладывать усилия не надо. Оно полежит часок, будет эластичное, податливое, и будет удобно что-то делать. Пельмешки мне надо делать маленькие. Конечно, это нудновато. У меня есть маленькая формочка, я вам покажу. Просто некоторые заказывают побольше, некоторые заказывают поменьше. А это маленькие пельмешки. Сказали. Так вот. Ну все. Все. Видите, тесто такое гладкое. Но оно еще будет гладкое, красивое, симпатичное через 2 часа. Вот так вот закроем его, и пусть оно лежит час-два. Ну, у меня, скорее всего, только час, потому что времени нет. Тем временем я почищу лук, приготовлю ужин. Ну и все такое в этом плане. А с вами, наверное, я сейчас попрощаюсь, потому что если я сейчас начну еще снимать, еще после этого и монтировать, будет очень долго, ролик будет большой, длинный. Мне еще, когда я делала прямой эфир, сказали, что все-таки немножко нудновато, что слишком долго тяну, что слишком большой, длинный ролик. Так что надо, хотя потом уже начали говорить, что нет, для некоторых наоборот слишком мало, но я знаю, что это, конечно, много. Но, в принципе, если много, можно и перелистать, но можно и короче снимать. Посмотрим. Постараюсь, по крайней мере, и покороче снимать, и подлиннее снимать, как у меня получится. Ну вот как-то так, друзья, на этом все. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну как-то так.